Военный вертолет обследует тайгу в Усмайском районе Республики Саха-Якутия, где сейчас самая сложная обстановка по лесным пожарам. На данный момент действует 11 очагов возгорания. Летчик-наблюдатель авиалесхозохраны составляет карту возгорания и сообщает наземным службам, в каком направлении необходимо двигаться. В Якутии действует 50 лесных пожаров 8 районов республики. За сутки локализовано 6 возгораний на площади более 300 тысяч гектар. Ликвидировано 5 возгораний на площади более 400 тысяч гектар. Помощь в тушении пожара оказывает самолет-зондировщик Ан-26. Он вызывает искусственные дожди. С помощью специальных патронов происходит обстрел облаков, тем самым вызывая дожди. Добрый день! Сегодня на территории Усмайского района действуют 4 лесных пожара. Из них за последние сутки 2 локализовано. На пожарах работает 44 человека и 3 единицы техники. Сегодня ни одному населенному пункту пожары не угрожают. Ситуация находится под контролем оперативного штаба Республики Саха-Якутия и оперативного штаба района. Сегодня ожидаем работу зондировщика на территории района и переброску сил и средств на 43-й пожар. Спасибо. В рамках межрегионального плана маневрирования работают более 800 парашютистов и десантников авиалесоохраны. Из них 300 человек в настоящее время в режиме передислокации. Они вывозятся сюда, в Якутск, и оперативно направляются в районы, где все еще высокая грозовая активность и возникают новые пожары. Таким образом, вчера возникло 10 новых пожаров, и они обслуживаются. Накануне последний пожар был потушен в национальном парке Ленские столбы. Освободившиеся силы перебрасываются на другие очаги возгорания. Из-за отсутствия дождей на юго-востоке республики сохраняется высокий класс пожароопасности. Сухие грозы поджигают тайгу. По Усмае плюс 27-29, осадков нет, и в ближайшие 3-4 дня пока не ожидается. Затем, видим, понижение температуры пойдет. Осадки тут должны все-таки пойти. На очаги возгорания было сброшено более 315 тонн воды. За сутки авиация МЧС России применялась на территории Усть-Майского и Хангаласского районов. Слито 315 тонн воды и передислоцировано 221 человек. После авиации к работе приступают наземные службы пожарной охраны. Напомню, что лесные пожары в Якутии начались еще весной. Регион столкнулся с аномальной жарой и засухой. Также тушат пожары самолеты, вертолеты МЧС со специальным водосливным устройством. Танкерная авиация работает в отдельных и труднодоступных районах. Огонь тушат с земли и с воздуха.